Это мое рабочее место. Мне нравится сюда приходить. Вот, честно, работать с людьми. Цель вообще у меня по жизни была помогать людям. У меня свое ИП, я предприниматель, своя торговая точка была, но по болезни мне пришлось через 11 лет оставить. Меня пригласили в РОИ, мне сказали, что открывается новый кооператив. На тот момент у нас было паевое накопление 35 тысяч. Я такая, как так можно? Говорю, 200 тысяч положил и квартиру взял. Да не может быть, говорю, пирамида. Сходите в офис, мне сказали, послушайте. Я пришла. Я сидела, слушала и ушла. Пришла во второй раз в этот день. Я в тот день приходила 3 раза. Домой пошла, взяла А4 бумаги и начала считать весь этот алгоритм, сколько человек мы должны привлечь. Я до утра сидела, все, что смогла высчитать, высчитала. И вот эти несколько листов я привезла на следующий день в офис. И с того дня я начала работать в кооперативе. Как я зарегистрировалась 5 марта, в первую очередь я начала рекламировать в Уральске. По всем организациям провела презентации, выезжали на рынок. Именно в этом месте 2,5 года я начала раздавать свои флеера. Брала стопку флееров, приходила утром, и до обеда я здесь работала. И по сей день раздаю свои флеера. Пайсыз Баспана. Приятно, когда люди говорят, мы получили от РОИ уже, и тут уже скопление людей, и дайте нам флеера, и мы начинаем уже раздавать. А есть, которые даже говорили, а разве РОИ не закрылся? Я говорю, да нет, мы работаем, уже больше 2 лет работаем. Да, были проверки, были сложности, но мы через все это как бы прошли. Когда вот наступил ЧС, и у нас прям, я думаю, что у всех так было, у сотрудников, ёкнуло в сердце, как дальше? Что и мы не знали, я пишу Аргену Нургалиевичу, что будет дальше, что будет завтра. Он пишет, мы выходим в прямой эфир. И когда вышли в прямой эфир, и люди стали поддерживать то, что ничего страшного, мы за РОИ, мы будем ждать, мы вам верим. У меня аж на глазах появились слезы, пока этот прямой эфир не закончился. Я прям сидела, у меня аж все внутри перевернулось, и прям на душе радость была. Действительно, когда люди доверяют, верят, ждут. Есть люди, которые по сегодняшний день ждут. И это вообще прекрасное ощущение, когда тебе доверяют. У меня было столько радости. Самое главное вообще, я в РОИ, мне нравится именно помогать людям. Цель. Я пришла, послушала, увидела и подумала, столько людей могут получить через РОИ, если я сейчас позову больше людей. То есть я не останавливалась звать. Я презентации ставила в автобусе. Неважно, в каком городе я была, я сажусь в автобус, там же раздаю флеера. Схожу на другой остановке, и то же самое продолжается. Целыми днями я вот ездила в автобусе. Кустанай, Семей, Актюбинск, Алмата. У меня был вообще случай, когда я поехала в Атырау, мне перед этим звонили. Когда я заезжала, должна была позвонить и забыла позвонить. Выехала обратно, тут этот человек обратно звонит. Я говорю, останавливайтесь, если есть магазин, хоть пенек, говорю, в любом месте остановитесь, меня наберете, я туда подъеду. И он остановился возле магазина, 45 градусов жары, я на капоте своей машины его презентую, он соглашается, подписывает договор и у себя уже в Атырау проплачивает. И где-то буквально через 6-7 месяцев он мне пишет, Венера ханым, егерде сіз болмасаңыз сол күні мен қазіргі уақытта үй алатын мүмкіндігім болмайтын еді деп рахметін алғысын айтты. Когда я пришла в кооператив, у меня была цель приобрести автомобиль. То есть в первое время, да, очень тяжело было приглашать людей, но у меня было желание приобрести этот автомобиль, во-первых, и, во-вторых, у меня было желание, чем больше я на тот момент зарегистрирую людей, тем больше людей получат такую возможность, как приобрести автомобиль, недвижимость, спецтехнику, то есть для работы. И я дошла до своей цели. Чтобы работать в РОИ, самое главное, нужно иметь желание помогать людям.
Многие говорят, вы работаете с основания, вам легче приглашать. Я говорю, мне не было легче. Чтобы зарегистрировать 100 человек, мне нужно было пройти 1000 человек. Я в день, допустим, уделяла на каждого человека 7 минут. Если у меня 50 презентаций в день, я уделяла на каждого 7 минут. Объясняю человеку игру, решать вам, оставляю визитку и иду дальше. И так каждый день. Очень благодарна Аргену Орунгалиевичу, Мирлану Орунгалиевичу. У нас был очень дружный коллектив из 3 человек. И я благодарна в то, что они в меня поверили. Я считаю себя счастливой. У меня любимая работа. Честно, я живу роем. Я даже, не знаю, я даже засыпаю, наверное, с роем, просыпаюсь утром с роем. Ну, не знаю, я нашла свою любимую работу. Это мое. Я чувствую, что это мое.